В Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба кипит работа. Актеры театра готовятся к открытию нового сезона. 26 марта зрителям будет предложена премьера спектакля по знаменитой пьесе Чехова «Дядя Ваня» Анша и Иоанна в постановке молодого режиссера Бена Раковы. Когда я брал материал Чехова «Дядя Ваню», я уже сразу понимал, что «Дядя Ваню» будет играть у меня Ад Гурмаля. И что касается выбора актеров, не составляло никакого труда, так как я уже понимал и зная нашу труппу в театре актеров, то у меня вообще абсолютно не составило никакого труда в выборе актеров. Всегда у режиссеров бывает такой список пьес, которые бы они хотели бы поставить. Есть такое выражение, когда пьеса не только стучится тебе в двери, а мне кажется, пьеса «Дядя Ваня», она вообще ворвалась, знаете, ко мне, и с этим произведением я познакомился лет 10 тому назад, а то и больше я познакомился с этим произведением в Москве. Но, безусловно, в школе мы читали Чехова, «Дядя Ваню», проходили как-то его так активно, уже лет 10, а то и 13 лет тому назад. Первый раз я увидел спектакль «Дядя Ваню». Это в театре Вахтангова у режиссера, замечательного режиссера Римаса Владимировича Туминаса. Это один из самых лучших спектаклей, я считаю, на сегодняшний день. Это вторая постановка Бена Раковы. В спектакле задействованы 3 поколения актеров. Пьесу Чехова перевел на абхазский язык народный артист Абхазии режиссер Валерий Ковы, сценограф Гарри Доча, художник по костюмам Диана Допуа. Безусловно, у нас существуют трудности, что касается света, так как в некоторых спектаклях даже приходилось приглашать из России художников по свету. Но у нас в театре нету профессиональных художников по свету, но есть люди, которые довольно разбираются в этом, да, и мы вместе пытаемся что-то слепить. До света мы еще не дошли, но мы уже понимаем, что будут существовать трудности, и что касается света, и что касается музыки. Но я думаю, что мы с этими трудностями справимся. Да, часто мы ходим по спектаклям, видим Чехова, там загружено. Мы решили избавиться от многих таких декораций, стульев, столов. Это все дома, А главный в театре, как мы понимаем, это актер. И в связи с этим мы не стали, задача моя и художников, даже тех самых художников по костюму, наша задача была ни в коем случае не закрыть саму игру и всю гениальность самих артистов. В человеке должно быть прекрасно все – и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Эти слова одного из героев пьесы, доктора Острова, ставшие крылатыми, как ничто другое передают содержание и значение произведения Антон Палыча. 26 и 27 марта на сцене Абхазского театра «Анша и Иоанна». Элеонора Гилаян, Торник Амичба, Абаза ТВ.